إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь будет про Газватуль Хунейн. Уроки и примеры из Газватуль Хунейн. Баракаллаху фикум. Почему? Потому что сегодня месяц Шаваль еще не закончился. Газватуль Хунейн, дорогие верующие, посланник саллаллаху алейхи ва саллям сделал именно месяц Шаваль, 8-й год, после того, как открыли мусульмане Мекку. Аллах говорит в Коране, послал аяты, касаемо Газватуль Хунейна, суру Тауби, 25-26 аяты. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Аллах об этом нам сообщает в суре Тауби. Аллах нам говорит: «Лакад насаракумуллах». Аллах дает нам знать, дорогие верующие, что Аллах помог пророку, саллаллаху салям, и сподвижникам фи маватина кафира, многих местах. Вайома Хунейн, особенно когда они начали терпеть, потери начали у сподвижников, ради Аллаху анхум, Газватуль Хунейни. Аллах дает знать: «Вайома Хунейн», и Аллах помог вам в Газватуль Хунейни. Аллах говорит: «Ид а'джабаткум касратакум», когда вас обольстило, удивило, что у вас сегодня много, 12 тысяч, принявший ислам было 2000 после открытия Мекки в 8 году. «Ид а'джабаткум касратакум», не обольщайтесь, не гордитесь самими собой, иначе потерпите поражение. «Фалам тугни анкум шей'a», ваши 12 тысяч вам не помогло. «Вадакат алейкум аль-арду бима рахубат», они открыли Мекку 10 тысячами. Однако теперь 12 тысячами не могут они справиться. Бима рахубат тумма валлайту мудбирин. Затем, как начали, то есть бомбить их со всех сторон, два племени из двух племен, Хавазин и Сакиф, они начали бомбить мусульман. Называется место Хунейн. Вади также называется Хунейн, то есть долина Хунейна. Между Меккой, Мадиной и Таифом, между этими тремя местами это место называется. И когда они начали их бомбить, Аллах сообщает им: «Вадакат алейкум аль-арду бима рахабат, тумма валлайту мудбирин». И разбежались. Разбежались 12 тысяч. Сказанной истории 80 осталось. Сказанной истории 8 человек осталось. Из них был Абу Бакр Умар, из них был Аббас и другие. Дорогие верующие, Аллах дальше нам сообщает: «Сумма анзал Аллаху сакина». Почему Аллах послал спокойствие, дорогие верующие? Аллах послал спокойствие после того, как они покорились Аллаху и Его посланнику. После того, когда они подчинились законам Аллаха и Его посланника. Тогда Аллах послал спокойствие. И Аллах послал ангелу, Газватуль Бадри Аллах послал ангелу, помощники в бою. В Газватуль Бадри ангелы участвовали в боях, но в Газватуль Хунейни они не участвовали в боях, дорогие верующие. Они всего лишь успокаивали их. Успокаивали Газватуль Хунейни. أنزل السكينة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Какие прекрасные аяты. ثم أنزل الله سكينة. С ангелами Аллах послал им спокойствие. Аля Расули, кому спокойствие? Посланнику, саллаллаху саллям. Также кому спокойствие? Верующим, му'минин. Верующим, которые стойко стояли с посланником, саллаллаху саллям. Ва анзаля джунудан. Аллах не спаслал. Эти джунуд являются ангелы. Лям тарауха. Вы их не видели. Но посланник, саллаллаху саллям, видел. Ва аддаба алладина кафару. И Аллах наказал неверующих. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Это есть возмездие неверующим. Это есть возмездие неверующим. Одним из газаватов, Газватуль Хунейни, дорогие верующие. У нас много примеров привести из истории жизни пророка и сподвижника, много примеров
о стойкости. Сколько сегодня нестойких мусульман, дорогие верующие, искушениях этого мира. Сподвижники, ради Аллаху анху, было им искушение, было, однако они раскаялись и вернулись к пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должным образом. Собрались Хавазин и Сакиф в одном из местностей сделать шуру между собой, совет. Мушрики советовались между собой, чтобы теперь ударить посланника, саллаллаху алейхи вассалям, после открытия Мекки. Да, они открыли Мекку, они говорили Сакиф и Хавазин, две племени. Они были могущественные племена. И у них сколько собралось, знаете, воинов? 20 тысяч воинов в то время из двух племен собралось. Они вышли в поход против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как сделали совет между собой. Они вышли против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, готовились советом. И услышав этот хабар, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, готовится также на газву. Газва — это имеется в виду поход. Дифа, джихаду дифа называется оборонительный. Фарду кифая уже если нападающий, то есть газва называется. Газва — это поход. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, также готовит теперь в поход. И кад фарига Мухаммад мин китали кауми, когда он закончил своим народом, мекканцами, открыл Мекку, и тут услышали такой хабар, что Сакиф и Хавазин говорят, с нами он ничто не сделает, нас не остановить, как говорится, да? И решил посланник, саллаллаху алейхи вассалям, приготовиться к газву. «Фаланахзуху кабла анихзуна», сказали Сакиф и Хавазин. Нападем до того, как он на нас нападет. То есть такая жизнь сегодня, дорогие верующие, на этой земле. Если ты не готовишься, значит против тебя готовится. Если ты спишь, идеологически готовятся они против тебя. Идеологически. Готовятся они экономически, промышленно, политически, военно готовятся, биологически, химически, медицинским образом. Готовятся против нас, когда мы спим. Но когда мы готовимся, у нас уже готовы должна быть сила, дорогие верующие. «Фаджма'у амра лиль-харби», сказал он, соберитесь для войны. «Вахтару ликиядати Малик бин Ауф Насри». Они приготовили Малик бин Ауфа, чтобы он был руководителем военным. И так они собрались, когда собрались, «Ваназалу биль Аутас». Аутас — это местность. «Вама'ум нисаум вазарарихум». С ними были их женщины, их дети, их богатство. Со всеми они вышли. Для чего им нужно? 20 тысяч воинов, да еще такая, как говорится, да, громада. Идет какая-то громада войск, но это не все войска. Оказывается, там ихние верблюды, ихние коровы, ихние бараны, ихние дети, женщины, чтобы показалось очень много войск, устрашать, чтобы. Савадулу мушрикин, чтобы много сделать. Почему посланник, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам жить среди мушриков? Кроме как, если мы придерживаемся ислама и своим обрядам мусульман. Если будем придерживаться своим ша'ар ислам, обрядам мусульман, тогда разрешается нам жить среди мушриков. Если мы возвеличиваем обряды Аллаха и его посланника. Если мы не возвеличиваем обряды Аллаха и его посланника, нельзя жить среди мушриков. Поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал жить среди мушриков, чтобы не увеличивать их число. Итак, дорогие верующие, они спустились в Аутас, как мы сказали. Битаджамму'ихим фахараджи мин Макка йоуму сабт. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, также вышел он в субботу. Субботу, 6-й день Шавваля. Фахараджи мин Макка йоуму сабт. В субботу вышел посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Сами мина хиджрати, 8-й год хиджри. После того, как они открыли Мекку. Вамау исна ашара мукатиль. С посланником было 12 тысяч только воинов. 10 тысяч были, которые пришли с Медины. 12 тысяч стало, 2 тысячи новые, принявшие ислам, братья. Они еще новые. Вот приняли ислам после открытия Мекки. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, показал после открытия Мекки, каков милостив ислам. «Идхабу фа антум тулака», он сказал. «Идите, вы освобожденные», он сказал. И 2000 называется освобожденные, новые еще в исламе люди, недалекие в исламе. Поэтому они сказали некоторые вещи, касаемо самих слов куфра, не вводящие из ислама за невежество ихнего. И сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, когда они шли в походе, сказал он Сафван бин— «Дай мне 100 кольчуг», он сказал, 100 кольчуг.
биадатиха, то есть своими доспехами, то, что нужно для воина. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, взял у него 100 кольчуг. Он сказал: ты у меня забираешь или в долг? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: в долг. Он не любил насилие, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, если он берет аманатом. Итак, фиттарик ираль муслимун сидрат азима. Мусульмане увидели в дороге большое дерево. Газватуль Хунейн, когда они шли. Это большое дерево, как обычно раньше арабы что делали? Вешали свои сидра, дерево сидра, лотоса. Вешали туда свои вещи, свое оружие, чтобы брать оттуда барака. И тут мы сейчас увидим, что нельзя нарушать таухид. Тот, кто нарушает таухид, он приводит нам потери в наших рядах. Тот, кто приводит нам потери в рядах, это значит на руку врагу. И сказали они: что они делали раньше арабы? Сделали жертвоприношение перед этим деревом, брали барака. Нету такого в исламе. Также что они делали? Делали иатикаф перед ним, вешали свое оружие. И говорили они посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. До ислама это делали арабы, а теперь они говорят посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям: идж'аль лана зата анватин кама лахум зат анват. Как у многобожников было дерево, брали они баракат оттуда, нам тоже сделай, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, баракатное какое-то дерево. Они сказали ему. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, удивленно сказал: Аллаху акбар! Что такое? Что за невежество? Но они недавно приняли ислам, не понимали единобожие. Аллаху акбар, инна сунанун. Культум кама калат бану Исраиль Муса. Вы сказали так, как сказали израильтяне Мусе, алейхиссалам. Инна сунан. Это пути невежества. Пути невежества вы сказали, как израильтяне Моисею сказали, алейхиссалату вассалам: идж'аль лана илахан кама лахум алиха. Кала иннакум каумун таджхалун. Сура Аль-А'рафи, 138 аяте Аллах сказал: идж'аль лана илахан. Они сказали Мусе: сделай нам божество, как у них есть божество. Кама лахум. Как у них есть божество. Алиха. Как у них есть божество. Кала, сказал Муса: иннакум каумун таджхалун. Вы невежественный народ. Человек делает неверие или харам, кроме как у него невежество. Баракаллаху фикум. Итак, дорогие верующие, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: ла таркабунна сунана ман кана каблакум. Вы, мусульмане, будете делать такие деяния, как люди Писания до вас делали такие же деяния невежественные. Невежественные брать с деревьев баракат, брать с могил баракат, брать от людей баракат. Нужно довод для этого из Корана и Сунны. Без довода нельзя. Иначе это будет ширк. وَهَذَا فِيهِ تَحْرِيمُ التَّبَرُّكِ. В этом указывается, что запрещается делать табаррук, брать баракат, биль-ашджар валь-ахджар, из камней, из деревьев. Некоторые едут в Синай, Египет, и набирают там камушки. Аллах разгневался на эту местность. И что Аллах сделал, субхану ва та'аля? Мусе дал знать, запрещается просить, чтобы Аллах себя показал. И люди собирают эти камушки, говорят: баракат. Какой баракат? Аллах дает знать о своем нуре, о своем могуществе, что нельзя видеть Аллаха в этом мире. Нельзя просить Аллаха, чтобы Аллах себя показал в этом мире. Аллах послал свой нур и сжег гору Синая. И 3 часа мы поднимались на этой местности. И запрещается брать баракат там, дорогие верующие. Фи икамати таухиди, в этом есть нам пример, чтобы установили мы в себе таухид, дорогие верующие. Запрещается многобожие. Итак, асбабу насри аль-а'да, если ты придерживаешься таухиду, единобожия, это одна из причин победы. Вакаля ба'духум, некоторые из них сказали: ликасратиль джейши, 2000 невежественных людей приняли ислам, еще не научились таухиду хорошо. Лан нуглаба аль-йом ан килля. Сегодня нас не победят, нас сегодня 12 тысяч, они сказали. Мы немало, у нас 12 тысяч. Как в другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: 12 тысяч не победят их никто. Да, 12 тысяч. В другом версии говорится: лан нуглаба аль-йом, нас сегодня не победят. Они, как говорится, пришла некоторым высокомерие, обольщение. Губ называется уджб бин нафс. Вакаля ба'дум, это большой грех.
فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. И стало для посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, это трудные слова. Посланник трудно переносил, когда сподвижники делали грехи. А тем более теперь трудное время, во время войны. Мусульмане побеждают не оружием. Мусульмане побеждают количеством. Мусульмане побеждают единобожием и служением одному Аллаху. Не должны забывать мусульмане, Аллах дает мусульманам победу покорностью Аллаху. Но кафирам, мушрикам дает победу их количеством, их оружием. Не забывайте. Мало гростка людей, сколько побеждали. Примеры в этом мире даже. В этом мире, имеется в виду, в эту эпоху, последние 100 лет. Сколько Аллах давал победу. Мало гростка людей побеждали. Большие великие армии, большие великие державы. Не будем их перечислять каждый раз. Итак, дорогие верующие. فَلَا يَجُوزُ اِعْتِمَادُ عَلَى كَثْرَةٍ. Нельзя полагаться на множество, количество. وَالْإِخْتِرَارُ بِهَا. Нельзя обольщаться с ними. بَلْ الْعِدَّةُ وَالْعُتَادُ. То есть количество и также подготовка. Это всего лишь причины, дорогие верующие. Причины. وَالْأَمْرُ بِيَدِ اللَّهِ. Дело на самом-то деле в руках Аллаха. Итак, один из прекрасных дней пришел человек к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, что Гавазин уже вышли, уже готовы они сразиться, сказали, своими войсками. 20 тысяч их было, Гавазин и Сакиф. Тилькаль ганиматуль муслимин. Один фарис, воин, сказал посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, они уже вышли, у них 20 тысяч. Они вышли своим женщинам, детьми, своим богатством, они вышли, сказали посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрите чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Чудеса, му'джиза. Сообщает посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, тилькаль ганиматуль муслимина гадан, инша Аллах. Это, инша Аллах, трофей мусульман завтра, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Дает знать, что будет победа. Однако не без потерь, потому что согрешили в рядах мусульман. Большие грехи совершили. Итак, 10-я ночь месяца Шавваль 8-го года хиджри, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дошел до Хунейна. И с ним были войска. Утром он дошел. До того, как зайти это местность Хунейна, место поля боя, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, разделил войска на каждого, как говорится, да, на каждое знамя. На каждое знамя. Сделал он впереди Халид бин Валида. Сдал он ему 1000 человек. Халид бин Валида впереди. Право сделал один фланг, лево другой фланг, сзади другой фланг. И так посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, разделил войска. И он шел как будто пятеркой, скажем, да? Или четверкой. И так посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он подходил, а как он раздал знамя, и он говорит, فأعطى لواء المهاجرين. Мухаджирам дал он Али бин Аби Талибу. ولواء الأوس он дал Усаид бин Худейру. Леваул Хазрадж, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, хазраджитов флаг он дал Хаббаб бин Мунзиру. И также разделил он флаги разным племенам. И Валабиса, и посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, одел 2 кольчуги. 2 кольчуги он одел, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И на нем был шлем еще. Не говорил он то, что предписал Аллах, субхану ва та'аля, будет. Он не говорил. Не говорил он ла хауля ва ла куввата илля билля, или Аллаху макфина бима ши'т. Не говорил он всего лишь дуа. Он, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас делать причины. Не делать причины — это уже порицание единобожия, порицание ислама. Это нас научил посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Надо делать причины. То есть подготовить армию, подготовиться, одеть кольчугу, одеть шлем, снарядиться. Причины надо делать. Затем начался бой. И впереди был, как мы сказали, Халид бин Валид. Когда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал наступать потихоньку, не все вместе 12 тысяч. И он услышал такие слухи, что Гавазин и Сакиф скрылись в деревьях Хунейна. То есть там были еще деревья. И они скрылись, и оттуда начали они бомбить мусульман. Когда они зашли в Вади, долину, и со всех сторон, сбоку, спереди, начали они бомбить мусульман. Стрелами, копьями. И тут начали потери большие. Халид бин Валид был очень сильно ранен.
И мусульманские войска начали разбегаться из-за греха. Сегодня нас никто не победит, нас 12 тысяч. Нельзя высокомерие, нельзя обольщение своей силой, ни своей красотой, ни своей богатством, ни своим поклонением. И 12 тысяч сказали: «Лан нуглаба аль-йом». И однако пошли потери мусульман. Но однако успокойтесь, только 4, или сказано 6 только человек погибло в Газватуль Хунейн. Итак, разбежались мусульмане. Осталось, посланник, саллаллаху алейхи, остался на своем багле, на своем муле, говорится, на верблюде. И рядом с ним остался Аббас, его дядя. Держал он мул, потому что страх был, мул тоже убежит. Стоял Абу Бакр, стоял Умар, придерживали. Посланник, саллаллаху алейхи, спускается с мула. И начал посланник, саллаллаху алейхи, после того, как пошли натиск врага, как говорится, стрелы и копья, начали падать, стрелять в них, и большие потери пошли. Хатта кала Абу Суфьян, что говорит? Хадису ахади бил ислам. Он вот принял ислам во время открытия Мекки. Ла тантахи хазиматукум дуна бахрин. Ваш проигрыш, говорит, не будет без моря, говорит, без моря крови. Вакал ахар, другой сказал: аля батара сиха льем. Сегодня что, колдовство закончилось? То есть они новые принявшие ислам думали, что колдовство пророка, саллаллаху алейхи валейхи билля, это невежество людей. Видите, новые приняли ислам, еще не разбирается в исламе. Посланник, саллаллаху алейхи, не делал им такфир, как некоторые любят делать такфир, имеет сюда обвинять неверие. Ванзур мин васаиль ада. Посмотрите методы. Они сначала пустили среди мусульман слух. Слухи пускали, чтобы мусульмане потеряли дух свой, иман, чтобы потеряли, упал, чтобы иман. Истигляль ишаат называется, пускает слух, чтобы потери было. Линашрил газимати фи кулубиль муслимин, чтобы мусульмане потери были. И также, когда враги воюют, они делают, чтобы было потери больше, слухи пускают. И так посланник, саллаллаху алейхи, стал стойким. Вместе с пророком, саллаллаху алейхи, несколько человек, как мы сказали, 8 человек, говорится. Ватафика яркуд. И он начал, посланник, саллаллаху алейхи, как галопом бывает, начал поднимать свой мул. И спустился он с него в конце концов. И начал он звать: «Анан набиюн ла кадиб». Куда вы убегаете? Сегодня фардуль айн. В поле боя, когда ты выходишь газва, фарду кифая, когда ты уже стал в поле боя, стала фардуль айн. Куда ты убегаешь? Фардуль айн – индивидуальная обязанность. Куда вы убегаете? Я пророк, он ему говорит. Ла кадиб, я не являюсь лжецом, он говорит, сподвижником. Ан ибн Абдул Мутталиб, я являюсь сыном, то есть Абдул Мутталиба, потомком Абдул Мутталиба. Ва ахада Абу Суфьян бин Хариса биль джами баглати. Абу Суфьян взял за уздечку посланника, саллаллаху алейхи, чтобы она не убежала. Валь Аббас биликаби, также он, Аббас, останавливал он муллу посланника, саллаллаху алейхи. Лиэлла ясри анахул аду, чтобы он не убежал внутрь с посланником, саллаллаху алейхи, к врагам. Ванзур иля шуджаати, саллаллаху алейхи. Посмотри посланника, саллаллаху алейхи. Он какой смелый был, стойко стоял посланник, саллаллаху алейхи. Стойко стоял, не убегал. Наверное, помните, в газаватах люди когда-то не хотели отступать, они завязывали свои ноги, чтобы не отступать. Итак, дорогие верующие, фаназаля Расулуллахи, саллаллаху алейхи, он спустился в свою багла, чтобы он не убежала, и начал он делать дуа. Да'a Рабба вастансара. Просил он Аллаха, просил о помощи. И приказал он Аббасу. А Аббаса был голос грубым такой, джахвари называется, сауты. И один, когда из подвижников звал, они не слышали. Когда Аббас начал звать, уже его голос поднимал дух. Анюнади асхаба фанада. Посланник сказал, пусть скажет Аббас вместо другого, пусть позовет людей. Аля айна асхабу самура. Где люди, которые мне присягли под деревом? Дерево самура, черное дерево. Ран набию саллаллаху фи асхаби таахуран, когда он увидел, что сподвижники разбегаются, и он начал звать также айна асхабу суратуль бакара. Где хафизы суратуль бакара? У них своя группа. Где они, суратуль бакара, которые учились? Где они? Также посланник, саллаллаху алейхи, других начал звать айна асхабу шаджира. Где те, которые мне присягнули? Баяатур Ридвани. Где эти люди? Куда они убежали?
И он начал звать каждой группе по отдельности, посланник, саллаллаху алейхи. Айна асхаба сурат аль-Бакара, чтобы побудить их, чтобы они раскаялись, чтобы они вернулись в ряды посланника, саллаллаху алейхи. Сегодня мусульмане, разделенные на разные группировки, на разные компании, как банды мусульмане себя ведут некоторые, стали дуэлят. Дуэлят стали, когда должна была быть одна умма под флагом посланника, саллаллаху алейхи. Разделились мусульмане. Не сегодня, но уже сегодня тоже больше групп становится. Раньше разделились и начали разделяться дальше. Мусульмане не понимают, что мусульмане должна быть одна умма. Умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, должна быть умма одна, под Кораном и Сунной, дорогие верующие, под знанием посланника, саллаллаху алейхи. Они подобие кому начали возвращаться, когда позвал Аббас их, возвращаться подобие корове. Когда корова мучит своему теленку, теленок возвращается. И также начали сподвижники раскаиваться за то, что они убежали с поля боя. Да, из-за страха. Страх бывает такой внезапный страх. Однако они оставили свой страх, раскаялись и стали они в ряды посланника, саллаллаху алейхи. И так дальше, дорогие верующие, что они сказали? Лаббайка, лаббайк. Хатта жтамаа минхум ми'а. И так 100 человек уже собралось. И они стали бороться против врага. Васарафат да'ват аль-ансар. И также посланник обращался к ансарам. Бани Харис бин Хазрадж. И также они собрались, катайбуль муслимин собрались, и так они ударили врагу, должным образом ударили. Аль-ана хамаль ватис. Посланник, саллаллаху алейхи, сказал, теперь загорелся бой ватиса, он сказал, посланник, саллаллаху алейхи. Ва ахаза кабда мин турабин фарама биха. Взял посланник, саллаллаху алейхи, пыль, то есть имеется в виду землю, он взял и бросил в сторону врагов. И сказано, валлахи, говорит, всех 20 тысяч воинов, мушриков, коснулся эта пыль, зашли глаза, зашло им нос. До такой степени посланник, саллаллаху алейхи, когда кинул этот пыль их не в сторону, и так стала победа. Вакаля шахатил вуджух. Встретили этот пыль все эти лица. Фаля аюнухум тура. Фамаля аль-аюнухум турабан. И заполнила ихние глаза пылью. Хатта тафарруку вагарабу. И они от страха разбежались из-за пыли посланника, саллаллаху алейхи, сброшенной посланником, саллаллаху алейхи. Вагарабу, разбежались многобожники, яктулуна, уюсарун. Мусульмане их убивали. Мусульмане их убивали. Очень много их было. И мусульмане их не сосчитывали, их много было очень. Яктулу сирун, они их брали также плен. Хатта ахазу ниса ва зарари, взяли они плен также женщин и детей они взяли в плен. Уасиру каthира мин мухарибин, взяли они ихних воинов тоже в плен. И так был ранен Халид бин Валид. Халид бин Валид много было копий ударов, копий, и также много ударов, стрел было. Аслама каthира мин мушрикин фи Макка кама рау мин инаяти Аллахи ва расули. Тогда начали принимать мекканцы больше ислам. Халид бин Валид, когда был ранен, посланник, саллаллаху алейхи, сказал, где Халид, где Халид? И подошел он, и вот так говорится, читал он рукья, и сделал он дуа, посланник, саллаллаху алейхи, Халид бин Валиду, чтобы он вылечился, помазал он Халид бин Валида, посланник, саллаллаху алейхи, и вылечился Халид бин Валид из этих ранений. Итак, дорогие верующие, «Валамма хараба мушрикун», мушрики разбежались на 3 стороны. «Фиркатун лахикат бит Таиф», одна группа зашла в крепость Таифа, и там скрывалась одна из этих групп, и большинство этой группы, «Ваум аксар», они были большинство. «Фиркатун лахикат бин Нахля», другая группа ушла к Нахле, к пальмовому месту. «Фиркатун аскарат бил Аутас», одна из групп скрывалась в Аутасе, и мусульмане начали их искать. Но посланник, саллаллаху алейхи, их позвал обратно. Идите, не преследуйте их, сказал посланник, саллаллаху алейхи, если они убежали. Фарсала сайидина Расуллахи, саллаллаху алейхи, Аутас, Аба Амиль аль-Аш'ари. Посланник Аллаха сказал, иди, Аба Амиль аль-Аш'ари, иди к Аутасу, посмотри. Он хочет распределить правильно войска. Фи джамаат лимул муслимин, фабаддадахум, ва зафара бима кана ма'у мин ганаим. Он и эти войска Аутаси уничтожил, а Абу Амир уничтожил эти войска Аутаси, и взял он их также трофеи. وَزَفَرَ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَقَدْ اسْتَشْهَدَ أَبُو عَامِرٍ. Однако Абу Амир аль-Аш'ари, он погиб там в этом ма'раке. وَأَبُو Муса аль-Аш'ари, он является Абу Муса аль-Аш'ари дядей. Итак, Абу Амир дядя Абу Муса аль-Аш'ари.
Итак, дорогие верующие, фараджа мусфиран мансура. Абу Муса дальше пошел за своей дядей, и он возвратился с победой и также с трофеями. Они не делали газават ради трофеев, не думайте, баракаллаху фикум. Однако было узаконено трофеи для того, чтобы легко было посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, распространять слово Аллаха. Итак, дорогие верующие, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, взял трофеи биджам аль-ганаим, после когда он собрал ганиматы, 24 альф баир, 24 тысячи было верблюдов, и также было 4, то есть больше 40 тысяч овец было, почти половина тонны было серебра, и также 6 тысяч было пленных, и они собрали их в Джаране. Мас'уд бин Амр Гаффари, сделал он ответственно за это дело. Сумма такаддам или Таиф, затем посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел открыть Таиф, однако посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, когда видел, задерживается открытие Таифа, там они были в крепости в Таифе. Задержались 20 дней, сказано, 23 сказано, месяц они там задержались. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал вернуться всем сподвижникам, и один из сподвижников увидел сон. Когда он увидел сон, то есть посланник, саллаллаху, увидел сон. И Абу Бакр Сиддик, радиллаху анху, сказал, во сне было что? Посланник Аллаха видел, как котелок опрокинулся, вышло оттуда. Имеется в виду, сказал Абу Бакр Сиддик, я Расуллах, скорее всего, замок откроется, люди сами придут, примут ислам. А посланник, саллаллаху, сделал за них дуа, чтобы они приняли ислам. И этот народ принял ислам, и посланник, саллаллаху, начал с ними делить трофеи. Посланник, саллаллаху, не спешил разделять трофеи, и также из трофея среди женщин была его сестра Шейма. Посланник, саллаллаху, освободил Шейма, свободно сделал Шейма. И также посланник, саллаллаху, ждал, пока они раскаются. Не хотел он разделять их имущество. Посланник, саллаллаху, после когда разделил 5-ю часть бедным, нуждающимся, также, которые были близки принять ислам, и которые вот-вот приняли ислам, им, когда раздал он трофеи, посланник, саллаллаху, 5-ю часть только раздал. Некоторые ансары начали говорить, посланник, саллаллаху, раздает своим раздает. И нас он оставил, имеется в виду, ансару оставил, он раздает мекканцам, которые приняли вот-вот ислам или слабый исламе. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит им, дорогие верующие, после хутбату истираха, инша Аллах, расскажу вам об этом. Акулу каули хаза, астагфируllaха ли ва лакум, баракаллаху ли ва лакум фил Кур'ан ва сунна. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء والجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما بعد, дорогие верующие, после того, как мусульмане сказали из ансаров, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, раздает трофеи только своим. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал их, ансаров позвал. И позвал он всех ансаров, и они обратились, ансары, к своему господину Са'д бин Ибада. Обратились они к нему. Однако еще я не закончил, еще почти 2 части осталось. Расскажу покороче, чтобы закончить хутбу поскорее. И когда позвали они, то есть сказали Сааду, я Саад, говорит, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, раздает трофеи другим, а нам не дали. Люди все желают имущества этого мира, все желают. Посланник объяснил, есть мискины, бедные, а до этого посланник разделял с подвижником 100 верблюдов, разные трофеи разделял в Медине, очень много раздавал. Теперь он говорит, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал он ансаров, не пустил туда муаджиру, кроме Абу Бакр Сиддика. И сказал он, разве вам недостаточно, что то, что я сделал до сих пор? Разве до сих пор из-за меня Аллах вас объединил, когда были врагами в Медине? Разве не из-за меня Аллах вас обогатил, сделал богатство для вас? Разве Аллах вас не поднял из-за меня? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, почему вы молчите, ансары? Скажите. Тогда я скажу, он сказал, вы хотите сказать, что мы тебя приютили, мы тебя защитили, когда другие тебя оставили без помощи? Мы тебе помогли, мы тебя защитили, мы за тобой стояли. Хотите сказать? Скажите. Молчали ансары, постыдились ансары. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им, разве вам не лучше, что я пойду с вами? Если ансары пойдут одной дорогой, я буду с ансарами.
Я буду с ансарами. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, был похоронен в Медине, жил с ансарами, жил с ними. Им будет этот дунья, а вам будет и дунья, и ахира. Вы не согласны? Сподвижники заплакали, сахабы заплакали, ансары заплакали, что когда он сказал: я с вами, я не ушел, и стал харамейн, Макка и Мадина стало, дорогие верующие, Макка и Мадина, за справедливое правление посланника, саллаллаху алейхи вассалям, когда проявили терпение из-за мирских обид, мне не дали, я был участником Газватуль Хунейни, почему мне не дали? Сколько сегодня у мусульман из-за мирских вопрос обид? Когда, говорят, мне не дали, мне не досталось. Есть, которые приняли ислам, слабые имане исламе, им бывает сгрев делают, поддерживают их, чтобы иман поддержать их. Есть такие люди, которые симпатизируют иману исламу, когда им дают подарки, а почему мне не дали? Мне сивак не дали, мне миску не дали. Субханаллах. Меня не позвали. Позвали более важных, чтобы укрепить их иман, ислам. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Валлахи, посланник Аллаха поклялся. И сделал он дуа, в конце концов, не хочу затягивать хутбу, сделал он дуа за ансаров, сделал он дуа за их детей, за их внуков. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа. Итак, дорогие верующие, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, благодарил их. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم. Заплакали до такой степени сподвижники ансары, что их бороды стали мокрыми. Итак, дорогие верующие, просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах был доволен сподвижником всеми. Просим Аллаха субхану ва тааля: Аллахумма рди ан асхаби расулика, Аллахумма ансур диника, ва китабака, ва сунната набийика. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أقم الصلاة. Я извиняюсь за задержку. Просто очень много красивых уроков тут. Я оставил много чего.